Миндевте Цугар, Минина Ренарансен Далян. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто присоединился к моей группе Мини Торстен Кельн. Очень радует, что интерес к родному языку возрастает. Я уверен, мы сможем сделать калмыцкий язык популярным и создать языковую среду. Новый плейлист, в общем-то и канал новый, всего пару месяцев живет. Плейлист Умшалгын чтение, открыт первым видео. Вообще, можно сказать, это первое обучающее видео, которое несет с собой практическую пользу. Для тех, кто еще не знает, ссылку на первую запись данного плейлиста я оставлю в описании видео, или досмотрите видео до конца, вы увидите подсказку и одним кликом вы попадете на это видео. Сразу хочу сказать, что весь обучающий материал полностью абсолютно бесплатный, без ограничения по распространению. То есть вы можете пользоваться уроками в любое время суток бесплатно, распространять без опасения, что вы нарушите чьи-то авторские права. Более того, распространять необходимо, и это будет ваш личный вклад в возрождение родного языка. Также есть другие способы поддержать канал, поддержать проект финансовой поддержкой, что является, конечно же, делом добровольным. Как это сделать, вы можете найти в описании видео. Данный плейлист содержать будет он в себе короткие видеоролики, видеотексты, сказки, рассказы, диалоги. Это своего рода упражнения для развития навыков чтения, произношения, запоминания слов в контексте. Почему именно такой формат? Несмотря на простоту упражнения, я считаю это самым эффективным по своему личному опыту применения данного опыта и в изучении английского языка. Вот уже несколько месяцев я на протяжении каждый день я уделяю данному упражнению как минимум 1 час своего времени. Но начинал я с 15 минут, постепенно увеличивая время. Затем, когда я втянулся, и это стало моей привычкой, я ощутил заметные результаты. Сначала мои друзья были удивлены и хвалили меня, вдруг стали называть меня талантливым. Но я уверяю вас, никогда я не чувствовал себя одаренным. Более того, я всегда думал, что, как и большинство людей, что у меня нет склонности к изучению иностранных языков. Мой успех – это ежедневная, кропотливая работа. Прошло еще немного времени, и вот в этом году, что называется, прорвало. Если вы зайдете на мой канал English My International Chatbox, вы увидите там более 120 видеоконференций, записанных видеоконференций с моими иностранными друзьями, которые я сделал за прошедший год. Среди этих роликов есть также и носители языка. Это отдельный разговор, отдельная тема, которая может занять немало времени. Я только хочу заметить, что носители языка стали приглашать меня, что было для меня радостным удивлением, просто поболтать. Все это говорю не для хвастовства, а для того, чтобы передать вам свою уверенность в эффективности данного упражнения. Это вам не будет ничего стоить, это не займет у вас много времени. Вы можете делать это в любое время суток,
где у вас есть доступ к интернету. Вы даже можете скачать этот файл себе на компьютер, на смартфон, поделитесь им с друзьями, отправив там через Viber, WhatsApp, Mail и так далее. Сами определяйте количество повторений, минут, часов, работайте с переводом. Все это на ваше личное усмотрение. Например, я уделяю каждому тексту примерно 1 неделю. Сначала я перевожу, вникаю в смысл, затем 6 дней повторяю, стараясь копировать произношение, запоминать слова. И вот таким методом я изучаю также и родной язык. Пока мне нечем похвастаться, но день за днем это становится все легче и легче. Я лучше запоминаю слова, лучше произношу. Ну, предположу, что, возможно, кто-то из вас скажет, что он не учитель. Оказывается, он и сам еще берется кого-то поучать. Нет, я никого не поучаю. Я приглашаю вас присоединиться к процессу. Я такой же, как и вы, калмык без знания родного языка. Я только приступил изучать и приглашаю вас присоединиться. И занимаясь со мной, став моим партнером, вы сами будете участвовать в этом процессе на равных со мной условиях. Более того, я хочу обратить внимание молодых людей, что мне уже 50 лет. Английский язык я начал изучать в 45. Сейчас я почти свободно говорю и читаю. Хотя мне есть, конечно, куда стремиться, куда расти. Но я уже доволен результатом. Наш родной калмыцкий язык находится сейчас в большой опасности, на грани исчезновения. И мы обязаны его сохранить. Пожалуйста, присоединяйтесь. Люди любого возраста способны выучить язык иностранный, а тем более родной. А также изучение какого-либо языка – это профилактика от склероза, от болезни Альцгеймера. И вообще это интересно. Вот, например, с удивлением нахожу сходство между английским и калмыцким языком. Это что-то вроде present simple, времена past present, времена continuous. Также обращаюсь к знатокам нашего прекрасного родного языка. Присоединяйтесь, помогите своим соплеменникам, перестаньте упрекать тех, кто не знает родной язык. Этим вы ничего не добьетесь. Просто сделайте что-нибудь в позитивном ключе. Для того, чтобы у ваших близких проснулось желание познать, выразить себя на родном языке. Поддержите их, похвалите, замотивируйте, начитайте текст, создайте диалог, поделитесь этим со мной. И я выпущу еще одно упражнение в открытый доступ. Я на себе испытал, и мои иностранные друзья подтвердят, что успех английского языка в изобилии обучающего материала. Нам необходимо заполнять интернет всякого рода уроками, грамматическими, фонетическими, диалоги, размышления, книги, аудиофайлы. Извините меня, но, может быть, кому-то не понравится упоминание неизбежного, но все же все согласятся, что старшего поколения становится все меньше, а именно старшее поколение является хранителем культурного сокровища под названием Айрат калмыцкий язык. Время идет, и вас становится меньше. Что вы оставите после себя? Только лишь упреки? Давайте сделаем что-нибудь для того, чтобы молодым было легче заниматься. Недостаточно просто подтрунивать над молодыми или выкинуть в сеть, в интернет там книжку по родному языку. Это все полезные дела, да? Но недостаточно этого. Необходимо оставить после себя базу, опираясь на которую калмыцкий язык будет возрождаться. Большинство существующих уроков и книг устарели. Они создавались в советское время и давно нуждаются в обновлении. Пожалуйста, откликнитесь, напишите мне, я свяжусь с вами, мы подумаем, как использовать ваши знания. На этом я завершу. Мы еще много будем говорить на разные околоязычные темы. Пожелаю вам приятных занятий, благодарю за внимание, делитесь этим видео, до встречи.